Креативный кластер «Квартал труда» принял 5-й в Якутии дальневосточный этап стартап-тура фонда Сколково. В этом году мероприятие посвящено креативной индустрии. Торжественное открытие тура не случайно началось с завораживающего номера Анастасии Алексеевой, актрисы театра «Лонхо». Лазерное шоу демонстрирует, что можно сотворить, совмещая современные технологии и творчество. А именно это является основной чертой всех креативных индустрий. Сегодня республика является самым креативным регионом страны. Поэтому якутские стартапы особенно интересны фонду Сколково. Впервые в этом году делаем отдельное направление и рассматриваем конкурсные проекты по направлению креативной индустрии. Это и цифра с точки зрения цифровых технологий, производства видеоконтента, производства развлечений. Но это и новые материалы, которые могут использоваться в одежде, или, например, новые продукты питания, то есть новый фудтех, который приносит новые вкусы, новые впечатления. Все это Creative Tech. Впервые в этом году мы работаем с Creative Tech. На участие в конкурсе было подано 259 заявок. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из них 20 лучших проектов боролись за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и право представить свой проект на общероссийской конференции «Стартап Village» в Москве. Участники конкурса представили интересные проекты, многие уже воплотили свои идеи и продвигают свой продукт. Мы создаем незамерзающую резину, резинотехнические изделия. К примеру, автомобильные пыльники, сайлентблоки и так далее, которые выдерживают температуру до минус 70 спокойно вообще и до плюс 200. Надеюсь, что получил в этот раз очень хорошие, как говорится, отзывы о моей работе. И надеюсь, это повлияет на нашу работу в будущем вообще. Также в рамках стартап-тура прошли сессии о креативной экономике, цифровых персонажах и новых медиа. Технологическое обеспечение креатива, оно доступнее в 1000 раз, не в сотни, а в 1000 раз стало. Вопрос в чем? Вопрос в наличии идей. Многочисленные гранты, конкурсы мотивируют молодежь на уникальные идеи. Имеется высокая обеспеченность технологической базы. Сам «Квартал труда» тому пример. Его можно назвать домом для более чем 150 резидентов, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото и видеопродакшена. И это не просто слова. Результаты амбициозного проекта уже приносят свои результаты. Якутия уверенно лидирует по развитию креативных технологий. Думаю, вот мы говорили с главой республики по дороге, думаю, что и в целом по объему валового регионального продукта Якутия в этом году займет первое место. Также в программе стартап-тура прошли тематические дискуссии и выставка технологических решений. Так, компания Hatutend, изготавливающая продукцию из специального нанокомпозитного материала, представила ряд своих разработок. Это мобильные гаражи для автомобилей и спецтехники, утепленные переносные палатки, засидки, ангары, спальные мешки, спецодежда и многое другое. Что представлено сейчас на выставке здесь? Чем это уникально? Ну, вот этот, например, кажется просто костюмом лыжника, но это спецзаказ Министерства МЧС. Это костюм парашютиста. В южных регионах прыгает любую температуру, а именно на северных регионах прыгает там 20-30 градусов мороза, а парашютить может обморозить руки, ноги, поэтому вот спецзаказ Министерства МЧС. Вот эта палатка «Якутяночка», он и для охотников, для туристов. Сейчас очень хорошо оправдала для солдат СУВО. И очень много делаем для сельского хозяйства. Вот это, например, для коневодов, для оленеводов продукции. Спальный мешок с оленей шерсти делаем. И вот уже военные продукции делаем, которые Министерство обороны. Вот этот, например, антитепловизорный полог над окопами, чтобы солдаты не виден был внутри окопы. Вот этот, например, костюм «Хищник». Он копирует шерсть оленя. Именно
Шерсть олена известен как самый хороший утеплитель в мире, и мы скопировали его трубчатую структуру. И вот этот костюм снайпера Шаман Лайт, он тоже, ну, как костюм, похож на костюм шамана, он пропадает как шаман и может стать невидимкой как шаман. Спасибо вам большое за очень такой краткий и информативный рассказ. Скажите, что вы сегодня здесь представили и какие исследования, возможно, они прошли? Ну, наша фирма «Безопаснолитов» занимается разработкой, испытанием, изготовлением коротковолновых радиостанций. Ну, в нынешней политической ситуации и санкционным давлением, да, некоторые операторы спутниковой связи отключили свои услуги на нашей территории. То есть есть реальная угроза того, что Арктика может остаться вообще без связи. И одно из альтернативных решений это будет являться коротковолновая связь. Вот эта вот рация, допустим, может связываться на расстоянии до 300 километров, что вполне может даже, скажем так, в трудную минуту в какой-то стрессовой ситуации выручить людей. Далее, также разработана у нас станция стационарная, либо автомобильная, которая может размещаться на автомобильных, либо ЕДДСах, в УЛУСах, что вполне, скажем так, улучшит безопасность населения, наших арктических населения, да. Спасибо большое, спасибо, удачи вам. Ну, конечно же, с нашими большими, огромными территориями это очень актуально, тем более время паводка, я так думаю, да, во время пожаров это тоже очень актуально, и все-таки безопасность превыше всего. Здравствуйте. Я смотрю, ваши открытия тоже можно ввести во время безопасности, да, ну, то есть проведение работ по безопасности. То есть я вот сейчас как раз-таки недавно с вашим коллегой разговаривала о том, что у нас огромные территории. У вас, видимо, дрон. Да? Дрон, да. Здравствуйте. Мы компания, которая изготавливает дроны. Изготавливает дроны для различных целей. Да, и одно из направлений, конечно, использования дронов – это поисковые, спасательные работы. Как и сельскохозяйственные, как и, допустим, для поиска там скотов, для разведывания мест. Можно использовать для неводов, да, тепловизоров, для поисковых спасательных работ. Да, кстати, да, и для пожаров, наблюдения пожаров, и поиска мест возгорания, ну и так далее. Эти дроны мы можем оснащать различными комплектующими, которые могли бы, ну, для требования заказчика, и варьировать ценовую стоимость, гибкость, функциональность. Допустим, для кого-то нужно там, ну, чтобы он пролетал 3 километра, для кого-то там нужно, чтобы, ну, достаточно там в радиусе километра работал в сельскохозяйстве, чтобы там выполнять посевочные работы. На самом деле это и большая экономия, да, допустим, если там где-то мы, допустим, используем вертолеты, да, чтобы доставить лекарства, да, то мы это можем сделать с помощью дрона, который, ну, мы можем заказать у вас дрон, который был бы способен доставить, допустим, лекарства или воду. Да, да, конечно. Допустим, за поиск или найма вертолета там нужно запрос, это достаточно долгая процедура, и полет одного вертолета, ну, имеет достаточно большую сумму, а дрон, он работает на аккумуляторе, там, да, и можно прицепить любой груз, доставить до точки сброса, ну и в таком случае быстренько выработать. Еще одним событием в рамках стартап-тура стал первый в Якутии фиджитал-турнир. Участники турнира соревновались в игре CSGO и матчах по лазертагу. Особенность фиджитал заключается в том, что он сочетает физический и цифровой спорт. Специально для турнира организаторы подготовили 2 киберарены площадью почти в 1000 квадратных метров. Да, впервые. Да, лучше, конечно. Ну, зрители, интрига, ну, энергия, короче. В Якутии в отрасли креативных индустрий работает 42 тысячи человек. По словам министра инноваций, это хороший показатель, и он будет только расти. И самое главное, мне кажется, что для молодежи Дальнего Востока и Якутска, в частности, возможность реализовать себя, не уезжая никуда. Мне кажется, вот это главный посыл мероприятия, что, ребята, правительство создает вам условия, институты развития вас поддерживают, финансируют проекты. Но вы создавайте, удивляйте мир, как говорится.
Делайте то, что будет всех удивлять. Так, к концу очень насыщенного и интересного дня экспертные жюри выбрали своих победителей и самые лучшие проекты. В категории биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве первое место получила разработка биоразлагаемые композиты для остеосинтеза СВФУ. В категории информационной технологии победителем стал проект «Скиллометр» от компании Softway++. Среди проектов в категории индустриальные энергетические технологии лучшим признали проект компании «Аркон». Это разработка программного комплекса численного моделирования температурного режима вечной мерзлоты с автоматизацией инженерных расчетов. Ну а в новом направлении этого года в номинации «Креатив Тех» победила анимационная студия «Тундра» с проектом анимационных фильмов. Также «Тундра» стала победителем гранд-финала, в котором жюри выбрали самый лучший проект. Вообще супер, неожиданно на самом деле. Мы хотели просто как бы заявить о себе. Но то, что мы победили сперва в полуфинале, потом в финале, мы вообще не ожидали. Я онлайн делилась с командой, и как бы все просто счастливы. Да. Конечно, да, на контент, на анимационный контент все будет потрачено. Так, право представить свой проект на общероссийской конференции технологических предпринимателей «Стартап Village» в Москве получила анимационная студия «Тундра» с проектом по созданию серии 3D-мультфильмов на якутском языке. В общем, мероприятие собрало более 1000 участников. Все присутствующие особенно высоко оценили образование.